за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. И вот о чем мы расскажем в ближайшее время. Глава Якутии Айсен Николаев в Москве провел заседание комиссии Госсовета, посвященной развитию атомной энергетики. Какие вопросы обсуждались? Дорожный ремонт на трассе НАМ завершится досрочно. Участок должны сдать на следующей неделе. В Якутии запущен первый чат-бот на основе искусственного интеллекта, который поможет разобраться во всех тонкостях взаимодействия с органами ЗАГСа. Завершены археологические раскопки в Хаптагае. Ученые исследовали тысячи метров и обнаружили удивительные находки. Проект «Тихая Якутия» предлагает уникальные экскурсии на русском жестовом языке, открывая мир культуры республики для всех. В Москве прошло заседание комиссии Госсовета России по направлению энергетика под председательством главы Якутии Айсена Николаева. Главная тема – развитие атомной энергетики страны. Что реализуется, что еще предстоит сделать? Подробнее в следующем сюжете. Атомная энергетика – основа технологического суверенитета страны. Важнейший фактор энергетической безопасности. Россия – один из мировых лидеров атомной энергетики. Заседание проходит в год. В год 80-летия российской атомной промышленности. Быть лидером непросто, еще сложнее позицию удерживать. На повестке вопрос. Первое – это о планах развития атомной энергетики в Российской Федерации. И второй вопрос о новых технологиях в атомной энергетике. Россия к 2030 году должна обеспечить технологическое лидерство в атомной энергетике и сохранить его на горизонте до 2036 года. Это задача, поставленная президентом страны. Уже стартовал нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Более того, утверждена энергетическая стратегия страны до 2050 года и схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Нам нужно создать больше мощностей, больше реакторов за ближайшие 20 лет, чем есть сегодня у Российской Федерации. Так, если коротко сформулировать, 38 энергоблоков разной мощности, целый ряд регионов сделать новыми точками присутствия атомной энергетики в нашей стране. В России появятся 7 новых атомных регионов. Челябинская, Томская, Иркутская области, Красноярский, Хабаровский, Приморский края, а также Республика Саха-Якутия. В Усть-Куйге запланировано строительство первой в мире наземной атомной станции малой мощности с 2 реакторами «Ритм-200Н». На самой станции начнутся работы по его возведению. Сегодня идут подготовительные работы. График работ на 2025 год у нас с Росатомом согласован. Его реализация позволит не только обеспечить постоянным, надежным энергообеспечением реализацию крупнейшего проекта по добыче золота на Кючукском месторождении, но и в целом обеспечить социально-экономическое развитие и поселков, которые прилегают к этому месторождению. Энергетики буквально протянут новую цепочку атомной генерации. Это фактически перезагрузка энергокомплекса страны. Задача не только по форме, но и по содержанию. Электростанция атомная будет строиться по всей стране. Будут развиваться как атомные реакторы большой мощности, средней мощности, так и малой мощности. Малой мощности – это вот как раз для Дальнего Востока, для Якутии очень приоритетные проекты, которые будут разрабатываться. Задача сделать такие технические решения, которые на блоках и средней, и малой мощности тоже позволили бы, чтобы электрическая энергия была конкурентоспособной и низкой. Это одна из главных ключевых задач. Впереди много работы. На заседании обсудили и развитие новых технологий в атомной энергетике. Например, двухкомпонентной. И меры поддержки отрасли, в том числе законодательные. Большое внимание уделено кадровой политике. Страна готовится перейти к новому технологическому укладу. Айзена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
От энергетики к вопросам строительства. Дорожный ремонт на трассе НАМ завершится досрочно. Участок сдадут уже на следующей неделе. О том, на каких участках дорог республики запланированы ремонтные работы и какие новые методы используются в дорожном строительстве, расскажет Камила Михайлова. На региональной дороге НАМ с 34 по 39 километр ремонтные работы идут с весны. Этот отрезок трассы играет важную транспортную роль, соединяя Кобяйский и Намский районы со столицей республики Якутска. Изначально завершение проекта планировалось на следующий год. Работы ведутся в рамках строительно-дорожного сезона, и подрядчик значительно опережает график. Участок будет оснащен современным асфальтобетонным покрытием, соответствующим федеральным стандартам. Автодорожное строительство ведется по стандартам нового ГОСТа. Применяются современные технологии и новые методы укладки дорожного покрытия, что позволяет значительно улучшить качество работ и увеличить срок службы трассы. Зерновой состав и характеристики асфальта меняются, поэтому на это очень сильно влияет на прочность и устойчивость дороги к износостойкости. Это помогает повысить качество и улучшить свойства бетона. По устройству дорожной одежды у нас используется метод холодной регенерации, то есть это добавление цемента, основание с добавлением цемента перемешивается ресайклером. Метод холодной регенерации, так называемый. Данный участок автодороги является первым завершенным объектом по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В рамках этого проекта в Якутии планируется привести в нормативное состояние свыше 100 километров региональных и муниципальных дорог. Мы должны привести в нормативное состояние 139 километров автомобильных дорог. Из них 109 километров дорог по региональным автомобильным дорогам, 15 километров по уличной дорожной сети города Якутска, а также нововведением национального проекта в этом году является приведение в нормативное состояние улиц в малых городских агломерациях с населением свыше 20 тысяч человек. Помимо этого, в этом году в Якутии планируется перевести в нормативное состояние свыше 55 километров федеральных автомобильных дорог и более 400 погонных метров искусственных сооружений. Камила Михайлова, Нюргун Старостин, Намский улус. Параллельно с инфраструктурными проектами в Нерюнгринском районе в этом году на ремонты учреждений образования направлены большие средства. Порядка 700 миллионов рублей. Вместе с федеральными деньгами общая сумма составляет свыше миллиарда рублей. Учебные заведения значительно преобразятся снаружи. Вместе с тем на перспективу планируется соответствующий ремонт внутри зданий. Еженедельно глава района проводит осмотр хода строительных работ учреждений. В ходе инспекции выявляются моменты, связанные с отставанием. Не все подрядчики выдерживают взятые на себя обязательства. Мы надеемся, что до конца этого года мы все объемы, которые взяли на себя, мы выполним их и все объекты будут приведены в порядок. Но это говорит не о том, что работа останавливается. Работы еще очень много. У нас только 20 детских сада, 19 школ, и все школы большие, сады тоже большие. И работы кровлями, фундаментами системы отопления завершаются. У нас очень большие работы предстоят по фасадам. Внутри школ уже мы видим очень серьезный износ. Поэтому еще раз говорю, что вся работа по большому счету только начинается. Временем благотворительный фонд «Мы вместе мирно» активно поддерживает бойцов СВО. В этом году фонд отправил на фронт 8 автомобилей. Еще 2 находятся в процессе ремонта. Более подробно смотрите далее. С начала работы благотворительный фонд «Мы вместе» проявляет неустанную поддержку бойцов специальной военной операции, оказывая помощь как на фронте, так и в тылу. За этот период волонтеры фонда сплели более 6 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, которые уже отправлены на передовую для защиты наших военнослужащих. В данный момент мы работаем с летними цветами зелеными по заявкам, по индивидуальным заявкам бойцам, плетем индивидуальные размеры, цвета. Но уже готовимся к осени, заказываем осенние цвета спанбонда, ждем поступления и потихонечку переходим на осенние цвета, также по заявкам бойцов. В швейном цеху фонда «Мастерицы» начали шить пончо по заказам военных, а также госпитальную одежду для раненых. Эти изделия помогают не только в обеспечении комфорта, но и в создании необходимых условий для восстановления здоровья бойцов. Это у нас
плащ-палатка, пончо. Его можно использовать как покрывало, его можно использовать как дождевик, его можно использовать как палатку, натягивая вот от флиса веревочками, можно как палатку использовать. Она очень универсальная палатка, бойцам она очень востребована. В планах волонтеров разработка и пошив антидроновых костюмов из умной ткани, что позволит повысить защиту военнослужащих от современных угроз. Еще вот у нас новое изделие, сидушки для бойцов, очень удобные, непромокаемые. Изготавливаем мы их из таких вот сеточек, набиваем. Ткань очень быстро сохнет, высыхают, очень удобно. Летом волонтеры переехали в новое, более просторное помещение, что значительно увеличило объемы работы и позволило привлечь больше желающих помочь. Если раньше у нас была маленькая фасовочка, то теперь это просторное помещение, где есть у нас полки, где нам удобно фасовать для ребят посылочки. С начала года фонд отправил на передовую 25 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Собираем сети у рыбаков, у каких-то хозяев, у кого что есть. Обычные рыболовные сети с различной ячеей, с мелкой, с более крупной. Снимаем с них оплетку, поплавки, грузила, все это с них снимается. Потом сети аккуратно сворачиваются, упаковываются, отправляются и далее бойцами используются в качестве антидроновых сетей. Благотворительный фонд «Мы вместе» продолжает свою работу, привлекая новых волонтеров и собирая средства для поддержки бойцов специальной военной операции. Каждый желающий вносит свой вклад, присоединившись к команде. Мы вместе! Победа будет за нами! Анна Васильева, Мирный. В Якутии запущен цифровой помощник САИНа, первый искусственный интеллект чат-бот для автоматизации работы ЗАГСа. Новый сервис разработан для упрощения взаимодействия граждан с органами ЗАГСа и уже доступен в Telegram. Чат-бот САИНа позволяет пользователям оперативно получать информацию о необходимых документах, а также экономит время, снижая нагрузку на специалистов. САИНа понимает естественный язык, анализирует контекст последних сообщений, формирует точные ответы и обладает расширяемой базой знаний. В перспективе планируется разработка административной панели для специалистов, расширение функционала, а также сбор статистики по типичным обращениям. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем освещать самые заметные события уходящей недели. В Якутском речном порту прошло рабочее совещание по вопросам организации пассажирских перевозок на водном транспорте. Мероприятие собрало представителей ключевых ведомств и перевозчиков для решения актуальных вопросов безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание было уделено перевозкам по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Якутский транспортный прокурор Артем Ильин провел профилактическую работу с перевозчиками, разъяснив требования законодательства в сфере транспортной безопасности и защиты прав пассажиров. По итогам встречи все участники подтвердили готовность к конструктивному сотрудничеству. Всем перевозчикам разъяснены требования законодательства о транспортной безопасности, разъяснены необходимости обеспечения прав пассажиров, разъяснены требования законодательства о недопустимости нарушений характера национальной розни, разъяснены требования о недопущении законодательства в сфере уголовной плоскости и административного законодательства. Все участники совещания провели конструктивный диалог, всеми сделаны определенные выводы и в настоящее время обеспечена работа с недопущением нарушений законодательства. При этом транспортная прокуратура стоит на особом контроле законности, обеспечения законности на данных видах работах, и ситуация в настоящее время контролируется.
Пока транспортные вопросы решаются на воде, на суше в Алдане на площади железнодорожного вокзала появилась стела ветеранам БАМа. Несмотря на то, что железная дорога официально носит название Амурская якутская магистраль. В чем парадокс, разбирался Руслан Павлов. В канун Дня железнодорожника люди, связанные со строительством и эксплуатацией Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, уже примерили парадные кители и пиджаки. Повод более чем торжественный. На площади Алданского железнодорожного вокзала установили стеллу ветеранам БАМа. Почему именно им, а не аямовским строителям, рассказал инициатор проекта, ветеран БАМа и Аяма Александр Дудников. Почему бамовцам? Ну, потому что, во-первых, БАМ – это главная железнодорожная стройка, это раз. Там формировались все традиции, технические наработки, приемы работы с вечной мерзлотой. И люди, которые получили эту закалку, они пришли с БАМа. Это бамовцы были в 1985 году. И они потом составили основу акционерной компании «Железные дороги Якутии». И у них никогда не возникало деления на бамовцев и аямовцев. Вот те, кто уже заново выступали, они с удовольствием получали это же звание бамовца, потому что оно ко многому обязывает. А в постановлении Алданского городского совета четко написано: в честь увековечивания памяти первопроходцев БАМа и Аяма. Действительно, именно строители Байкало-Амурской магистрали со своим опытом и традициями пошли дальше, на север, брать другой рубеж. Звучит по-военному, но в этом есть своя логика. Как вспоминают ветераны отрасли, механизированные колонны на стройке называли бронетанковыми. Мы, как работники мехколонны, нас называли сюда мехколонны, это бронетанковые войска БАМа. С нами вместе шли даже впереди подразделения строительно-монтажных поездов, мотоотряды. Память наших людей, она непоколебима и должна жить не только в сердцах, но и в монументах и памятниках, которые увековечивают имена героев труда для потомков. Ветераны уходят, но остаются их дела и поступки, достойные стихов и песен. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь ветеранов, которые все это смогли сделать, где мы сейчас стоим. И вот за нашей спиной груз везем, работаем для нужд Якутии, для нужд России. Жизнь продолжается, а вместе с ней движение вперед. Привокзальная площадь отныне будет называться Бамовской, а взоры железнодорожников уже устремлены в сторону Магадана. По твердому убеждению ветеранов БАМа и Аяма, уложить золотое звено на этом пути должны строители железных дорог Якутии. Руслан Павлов, Алдан. Не только транспортные, но и исторические вопросы привлекают внимание. Археологические раскопки в Хаптагае завершены. Ученые исследовали не 1000 метров и обнаружили исключительные находки. Почему под ногами археологов шахматная доска, расскажет Эржен Гармаева. С начала июня в Мегино-Кангаласском районе работает бригада из нескольких десятков археологов. Ученые нашли уникальные предметы быта древних якутов, хозяйственные ямы и остатки жилищ, берестяные фигуры и фрагменты керамической посуды. Здесь, на этом поселении, мы точно знаем, что были очень своеобразные локальные керамические традиции. Это выражается в формовке сосудов, в том, какое было очень хорошее, качественное тесто для этих сосудов и в многообразии орнаментальных мотивов. И здесь очень такая интересная техника, когда они использовали штампы разного вида сразу на одном сосуде. Это тоже не встречалось такого, поэтому здесь свои локальные керамические традиции были, и об этом обязательно мы напишем научную статью, потому что это очень интересное явление. Копают не хаотично, а по пикетам. Это такие квадраты земли площадью 10 на 10 метров. Вся раскопка – это огромная шахматная доска. И у каждого квадрата есть своя цифра и буква. Так ученым будет удобнее работать с находками в дальнейшем. Там, где археологи не боятся задеть культурный слой, роют лопатами. Но есть и такие места, где действовать нужно предельно аккуратно. Тут вы видите как раз таки пол коровника. Да, наверное, из этнографии вы знаете, что в традиционных якутских жилищах пол был только в коровнике, для того, чтобы легче было ухаживать за коровами, чтобы убираться. А само жилище оно было без пола. И как раз таки вот в этой стороне это хотон, а с другой стороны это жилище. И вот там видно как раз таки остатки жилища и ножки от нар вдоль стен сохранились. Но на первый взгляд это достаточно архаичное жилище. Оно примерно начало 18 века, наверное, скорее всего. После все находки попадают сюда, в полевую камеральную лабораторию. Артефакты моют, чистят обычными зубными щетками, сушат, а затем
номеруют. На остатки керамической посуды уже нанесли обозначения. Посмотрите, место и год раскопок, Хаптагай 2025, а также буква и номер пикета, где этот кусок обнаружили. Пока археологи не берутся сказать точное количество находок, но счет идет на тысячи. Исследователи уверены, такие артефакты помогут восстановить картину повседневной жизни наших предков. От пищевых привычек до промыслов. Эржана Гармаева, Станислав Потапов, Мегино-Кангаласский район. В культурной сфере Якутска тоже происходят изменения. Проект «Тихая Якутия» предлагает экскурсии на русском жестовом языке, что способствует развитию туризма и знакомству людей с нарушениями слуха с культурой республики. Обо всех подробностях в следующем сюжете. Туризм в Якутии – это очень важная и многосторонняя задача, развитие которой подразумевает рождение новых инициатив. Одной из них является проект «Тихая Якутия», автором которого является Дарья Топырова. Я сама очень люблю путешествовать по разным городам, и мне бывает очень трудно на экскурсиях без переводчика и без гида. Когда я ездила в Казань, в Республике Татарстан, там увидела, что есть гид, оказывается, который владеет жестовой речью. И я сразу подумала, почему у нас в республике такого нету. И поэтому придумала такую идею, проект написала, попробовала. И этот проект недавно в апреле выиграл грант Росмолодежи. Мы выиграли этот грант и начинаем нашу работу. Еще одной особенностью проекта является обучение гидов по федеральной программе «Активные меры содействия занятости», которые впоследствии получат все документы, подтверждающие их квалификацию. Экскурсии будут проводить гиды-стажеры. Они будут готовиться. Сейчас они пока проходят обучение, получат дипломы только осенью. И со следующего года они еще пройдут переквалификацию. Обучение гидов-стажеров – это один из этапов реализации проекта. Все присутствующие на мероприятии подчеркивают общественную значимость инициативы и важность ее развития. Этот проект очень важен как раз-таки для туризма, чтобы он стал доступным, он стал комфортным и был интересен большему кругу людей. У нас в республике это впервые проводится, и я думаю, что это даст возможность людям с нарушением слуха узнать о нашей культуре. Надо поддерживать такие мероприятия для людей с нарушением слуха. Наши люди с нарушением слуха должны знать нашу республику, историю, культуру. Экскурсии будут проводиться до 5 августа в музеях и формате прогулок по старому городу, однако в перспективе проект будет расширяться по всей республике. «Тихая Якутия» – это важный шаг к развитию инклюзивного туризма. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Виктор Дичковский, Якутск. А в окрестностях Якутска после дождей и с приходом солнечной погоды вновь зреют грибные поляны. О природе грибов и полезных фактах от эксперта вы узнаете в следующем сюжете. В окрестностях Якутска наблюдается уже третья волна урожая грибов. Еще в начале июня социальные сети пестрили заголовками по типу «Феномен грибы в начале лета» и подкреплялись фотографиями собранных красавцев грибов. Нынешнее лето отличается непредсказуемой погодой. Дожди, жара, холод, ливни. Можно подумать, что именно это повлияло на рост грибов, но не совсем так. Процесс, итог которого мы наблюдаем сегодня, начался 30 лет назад. Это вполне естественное явление, и связано это скорее всего с потеплением климата. Дело в том, что у нас в последние 3 десятилетия стали выражены не просто 2 сезона, зима и лето. У нас появились длинная весна и более или менее длинная осень. Поэтому вегетационный период начинается раньше. И так же, как в европейской части, грибы, они тоже реагируют на тепло. И поэтому получается 2 или 3 основных волны массового урожая грибов. Отправляться в лес за грибами сразу после дождя неправильно. С момента, как в грибнице зародился гриб, и до того, как его тело станет видимым, проходит от 5 до 7 дней. Для грибницы знаком о том, что надо плодоносить, является наступление прохлады, даже холода. Для того, чтобы гриб вылез на поверхность, и мы пошли его и сорвали, нужно, чтобы еще и грибница росла. То есть лето должно быть влажное и теплое для развития грибницы.
Вот. Но потом, для того, чтобы эта грибница стала плодоносить, необходимо кратковременное понижение температуры. То есть либо прохладный период, дождливый, либо холодные ночи. Ну, конечно, не минусовые температуры, но, в общем, достаточно прохладные. Вот. И тогда для грибницы это сигнал, что все, лето заканчивается и пора размножаться. Основное правило при сборе грибов – это не собирать незнакомые грибы, даже если они очень похожи на известные. Использование сайтов или приложений по поиску вида гриба по фото – также занятие опасное. Собирать грибы вблизи мусора и дорог не стоит, так как для питания грибницы используется вода и влага земли на больших площадях. Грибы – это достаточно тяжелая пища. Дело в том, что грибы – это не растения. В них содержится хитин такой же, как в панцире насекомых. И поэтому не всегда усваивается организмом человека. Но сейчас мы стоим где-то в начале 3-й волны, потому что в конце недели, помните, та неделя была жарко, в конце недели грибов почти не было. И сейчас, вот после этих дождей, я думаю, что дня через 2-3 они опять начнут отрастать. Мы съездили на окраину города и встретили грибников. Где-то, наверное, за час. За час. Какие грибы вы собрали? Что вы встретили? А тут все есть. И подберезовики, и подосиновики. Но очень мало. Даже грузди. Даже грузди. Груздочки. Действительно, 3-я волна урожая уже наступила, и через пару дней грибов станет еще больше. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.